Здравствуйте! Сегодня мы побеседуем о самом ценном ресурсе нашего общества – мире, согласия и культуре диалога. У нас в гостях Серик Саматович Умержанов, профессиональный медиатор Республиканского общественного объединения «Республиканская палата профессиональных медиаторов», практикующий юрист, руководитель юридической компании «Бина». И мы поговорим о том, как медиация помогает людям находить общий язык и почему сегодня особенно важно уметь договариваться, и какую ответственность каждый из нас несет за свои слова, в том числе и в интернете. Серик Саматович, для начала познакомим наших зрителей с вашей работой. Для тех, кто впервые слышит слово медиация, что такое медиация простыми словами и чем именно занимается медиатор в повседневной деятельности? Здравствуйте, очень приятно быть на таком мероприятии, но хотелось бы сказать, что медиация, своими словами, это компромисс, уметь найти компромисс для решения какой-либо задачи или спорного момента. Медиация сохраняет отношения добрые и решает все вопросы мирным путем. Угу. Сегодня общественная жизнь все активнее перемещается в цифровое пространство. Конфликты, которые раньше возникали при личном общении, сейчас нередко начинаются в комментариях, чатах и социальных сетях. Насколько интернет изменил характер вашей работы? Приходится ли вам сталкиваться с ситуациями, когда обычная, например, переписка или комментарий становятся причиной серьезных конфликтов? Да, интернет очень изменил нашу сильную работу, потому что в общениях люди в прямых чатах, в семейных, домовых или в других каких-либо чатах не понимают ответственности правовой по публичным оскорблениям, призывам розни, неприязни друг к другу. Ответственности в этой части не понимают, но при разъяснении они понимают, что надо доносить эту информацию. То есть правовая ответственность, и в этой части очень много обращений происходит. Действительно, сегодня одно необдуманное сообщение может распространиться среди тысяч людей. Многие считают, что в интернете можно писать все, что угодно, но, однако, законодательство Казахстана говорит об обратном. Поэтому предлагаю подробнее поговорить именно об ответственности пользователей в сети. Что с точки зрения законодательства Казахстана считается разжиганием межнациональной розни, где именно проходит грань между эмоциональным высказыванием или противоправным действием? Грань проходит между личным оскорблением в публичных сетях, в чатах и каких-либо других при публичном оскорблении. Это именно та грань, тот момент, когда люди переступают свою, выходят на грань ответственности. И тут применяется уголовная ответственность в соответствии с статьей 174. Спасибо за ответ. Может ли обычный комментарий в социальных сетях стать основанием для привлечения человека к ответственности? Да, как раз таки публичные оскорбления и все вот эти моменты, они могут стать уголовной ответственностью и также административной. Какие примеры встречаются на практике? На практике очень зачастую приходят такие моменты, что когда происходили вот такие публичные публикации, одна из сторон пишет либо заявление, либо потом приходят, находят компромисс и обращаются к нам за медиацией. Как отличить свободу слова, которая гарантирована каждому гражданину, от высказываний, способных спровоцировать межэтническую вражду или ненависть? Свободу слова ее никто не ограничивает, но при обращении и по высказываниях должна быть хорошее понимание каждого своего слова. Спасибо за ответ. Сегодня в интернете быстро распространяются шутки, мемы и карикатуры. Если подобный контент содержит унижение по этническому признаку, то какую ответственность может наступить для человека, который его опубликовал? В этой части тоже я бы хотел сказать тот момент, что ответственность, она всегда у всех есть, но эта грань, она переступает, как я ранее сказал, что только в тот момент, когда человек переходит на публичное и личное оскорбление и национальную рознь. Многие пользователи сети считают, что если они не являются автором какой-либо публикации, а лишь сделали репост, например, переслали знакомым, то никакой ответственности за это не несут. Так ли это на самом деле? Нет, это не так. Репост или пересылка какого-либо
характера разжигания розни или оскорбления или еще что-нибудь, это означает, что человек, который сделал пересылку или репост, поддерживает данную публикацию. То есть он идет, соответственно, соучастником, скажем так. Спасибо за ответ. Еще один важный момент. Если человек разместил на своей странице чужой материал, то есть не ознакомившись о его содержании, может ли это повлечь какие-то юридические последствия? Да, может. В этой части тоже есть такое авторское право, в первую очередь. Ну и смотря какой характер данной публикации, тоже за это имеется ответственность. А какие виды контента содержат наибольшую опасность с точки зрения закона и какая ответственность предусмотрена за их распространение? Ложную информацию, недостоверные сведения, ну и оскорбление, личной неприязни какого-то или национальной розни. И подводя итоги нашей с вами беседы, что бы вы пожелали нашим зрителям? Нашим зрителям я бы пожелал на сегодняшний день воздерживаться от каких-либо высказываний грубого характера, разжигания розни национальной. Ну и больше изучать и применять, если есть такие моменты, то медиацию. Сирик Саматович, благодарю вас за содержательную и очень важную беседу. Сегодня мы еще раз убедились, что мир, согласие и культура диалога начинается с уважения друг к другу. Культуры общения и ответственности за каждое сказанное слово, как в реальной жизни, как и в цифровом пространстве. Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч.